Владимир, в связи с вопросом о том, насколько глубока история того или иного народа, хотелось бы тебя спросить о роли и значении, о силе и глубине истории абхазского народа. Сколь она, по-твоему, глубока, сколь изучена, сколь древним является абхазский язык? Для меня абхазы, как и другие кавказцы, это остаток того древнего Ближнего Востока, который существовал где-то 4000 лет тому назад. И в ваших языках выражена, ну скажем так, вот та лингвистика, та фонология, которая звучала когда-то на Ближнем Востоке. Потому что, например, европейские языки имеют другой фонологический строй совершенно, что бросается в глаза, совершенно другие звуки. И в этом плане абхазский язык происходит от того Древнего Востока, его следы следует искать 1004 тому назад, если вы хотите говорить о родстве с хаттами, с населением Древней Анатолии. А если еще глубже взять вообще вот кавказцев, связи между Западным Кавказом, Восточным Кавказом, то они уходят где-то на 10 тысяч лет тому назад. На этот счет выдвинуто несколько гипотез. Но большинство исследователей признают родство западного и восточно-кавказских языков. Э, С какого времени ты интересуешься абхазским языком и вообще историей Абхазии? М, с 2021 года периодически просматриваю. Что тебя подтолкнуло? Вот как раз хотелось иногда на досуге так посмотреть вот древние языки Востока и сравнить их с чем-нибудь современным. Ну, вот, допустим, вот если мы возьмем урартский язык, то с русским там точно искать связи не стоит, и с английским не стоит. И в этом плане, как я говорил, кавказские языки, они как раз важны для того, чтобы искать какие-то общие связи, параллели, закономерности. Вот. В этом плане они достаточно интересные. Когда ты слышишь на слух те или иные языки народов Кавказа. Как ты знаешь, здесь распространены не только абхазо-адыгские, не только нахско-дагестанские и картлийские, но и иранские языки, а также тюркские языки. А Ты можешь понять, какой язык именно ты слышишь? Да, я могу понять по произношению, вот, например, у нахских языков, даже когда они говорят по-русски, нахи, у них специфический такой акцент, Мгм. я его прям Так сразу, называемый войнахский акцент. войнахский, да, даже если они по-русски говорят, я все равно Когда абхазы понимаю. говорят по-русски? Вот и абхазы, как я заметил, многие говорят по-русски даже без акцента. Да, Это, кстати, все отмечают. ну, А грузины? грузины тоже. В грузинском, дело в том, что Армяне? интересный факт, нет ударения, и поэтому, если оно безударно, идет оно сразу. Армяне, вообще, я в детстве отмечал армянский акцент, но сейчас как-то даже что-то не ловлю его. Понятно. Какими языками Кавказа ты интересуешься конкретно? То есть более, чем остальные? Ну, вот как я говорил, меня интересуют три автохтонные семьи М. Кавказа. Абхазо-адыгская? Абхазо-адыгские, восточно-кавказские, южно-кавказские. То есть все эти языки тебя интересуют Да, когда в мне, равной степени. ну, можно так сказать, когда мне надо, допустим, написать научную статью, а я их иногда пишу и выкладываю, я древние восточные языки сравниваю вот с тремя этими семьями. Понятно. Знаю, Владимир, что ты увлечен всеми этими языками и конкретно в свое время изучал абхазский язык. Ты даже выкладывал в интернете такую тему, как фразы на абхазском языке. Да. Значит, ты учил этот язык. Какие слова или какие фразы ты помнишь по-абхазски? Абсуа-бышва, такое интересное сочетание. Вот определенность дает душа, человек, бышва язык, ПСШ. бышва.
Мгм. Вот Быз – это язык, быс. ша – это песня, это А, речь. э, и вот интересно, как оно все соединяется. Апсва, бышва. А, В следующий раз говори так. Апсуа бызша, бызшва. апсва, бысшва. Да, ударение на последний слог. Сара, уара, хара. Вот это я Понятно. помню. Сара – это я, Да, уара. это Ты, ты. хара, мы. Хара – это мы, да, все верно. Как на Шара, вы. шара – вы, верно. Как абхазы называют свою страну? Апсны. Апсны. Место. Пс, душа. Молодец, молодец, респект Интересный, тебе. То есть ты интересный. четко, кстати, не все так улавливают, четко ты улавливаешь и делишь слово на атомы речи. То есть ты правильно сказал. А – это артикль, пс – это Душа. душа, Мгм. по некоторым данным это вода с абхазо-адыгских языков, уа – это человек. Вот это называется полисинтетизм, когда соединяются разные корни. Но у нас этого почти не наблюдается в европейских языках. Это интересно. Знаешь ли ты главные теонимы абхазского языка? Да, аншва. Интересная тема. Дело в том, что это слово состоит из двух корней. Ан и чва. Ну, чва – это оболочка, внешность. Ан – это Бог, как я понимаю, да? И, как говорят, это связано с небом, Ажьюан. Верно ли я говорю? Да, верно. Ажвен. Ажьюан. Ажвен. Вот, Ан. Вот что интересно, что ведь Ан Чва обычно сравнивают с хатским богом Анцили. Мгм. Ну, кстати, у хаттов не было письменности, их слова записывали хетты и немного видоизменяли. Потому что вот это ли, это, на мой взгляд, приписали хетты. Ну, это на мой взгляд. Вот. А анчва, анцили, но если мы копнем еще глубже, допустим, глянем на хуритский язык, то там бог будет Эни, Эни, а если на урартский, то Ину. И поскольку я уже говорил, что хуриты урартские связаны с Кавказом, то можно даже выдвинуть такую параллель. Анчва, Анцили, Эни, Ину. У Если шумеров Ан. у шумеров Ан, и даже у шумеров Ан, то есть это такая большая параллель, причем она имеет подтверждение в археологии. Дело в том, что еще до возникновения как бы отдельного Шумера существовала убейская археологическая культура. И она охватывала не только Ирак, Сирию, Анатолию, но также и Закавказье. И в рамках этой культуры и шумеры, и предки кавказских народов, они были близки, и мы можем говорить о том, что вот эта лингвистическая параллель Анчва, Анцили, Эни, Инуан восходит к тем временам. Я не говорю о том, что меня заклюют, кто ученые, что кавказцы и шумеры – это один народ. Я говорю о том, что они были близки даже в рамках одной археологической культуры. Анша и слово аншохо. Как ты понимаешь? Анша – бог, аншваху – как бы часть его, некое Аншохо переводится как божество. божество, да. Но если буквально, то как часть бога. Верно. То есть Анша юхо, анша юхта. То есть это часть Бога, ты правильно подметил. А вот какую информацию несет вот подобное сравнение, подобная этимология, как ты думаешь? ну вот интересно, что у абхазо-адыгов как бы их религия, изначальная религия, не современное христианство, ислам, оно как бы можно отнести к прамонотеизму, как у адыгов тха, и в принципе он заменяет им всех остальных богов, то есть у адыгов может даже не быть пантеона, достаточно одного бога тха, так и у абхазов. В принципе, Ангшва может заменить как бы остальных богов, и в этом плане религия абхазо-адыгов
Это как реликт протомонотеизма. Некоторые говорят, ну, даже не некоторые, я бы сказал, многие абхазы и некоторые ученые говорят, что абхазы вовсе не монотеисты, а раньше, вот, ну, сейчас, да, они сторонники христианской, отчасти мусульманской религии, но якобы абхазы в древности и в средневековье, даже в новое время, они якобы были большей частью язычниками. Но, как мы видим, абхазский язык этого не подтверждает, потому что божества, различные боги, это анчохо. А в итоге, ты правильно подметил, что анчохо этимологически переводится с абхазского языка на русский как часть бога. Значит, все-таки бог был один, а частей у него было много. Ну, Так я правильно понимаю? если мы посмотрим на адыгов, которые близки к абхазам, то у них действительно это проявляется, что у них фактически один бог заменяет остальных богов. То есть это, я бы сказал, как остаток древнего монотеизма. Дело в том, что для древних людей вообще изначально где-то 1010 тому назад большого пантеона-то у них и не было. У них был бог неба и богиня земли. В принципе, эти два бога им заменяли всю мифологию. И вот, кстати, вот что интересно, да, вот я говорил о том, что кавказцы пришли с юга, о том, что абхазы-адыги происходят с юга и из узбекской культуры. А вот на востоке Турции есть такой храм Göbekli-Tepe, называется. Дело чем он уникален? Тем, что это на самом деле первое строение в мире, вообще во всем мире, на нашей планете. Еще до первых городов, до Иерихона, до Чаталгюрика люди построили храм. Храм какому-то богу. Сейчас до сих пор это было 9000 лет до нашей эры, то есть 11 тысяч лет назад. Вот этот храм построен, и поскольку вот он был посвящен какому-то одному культу, один храм большой, то, вероятно, этот культ был таким широким, что охватывал и предков кавказцев, и других ближневосточных народов. И, возможно, вот этот протомонотеизм, который был тогда, вот он отразился в абхазской культуре, в адыгской. Вот, кстати, Göbekli-Tepe – это по-турецки пузатый холм, а по-абхазски это как бы будет звучать Ахвадаваз вот. или Ахваз. Ну, как это? Полный? Пузатый холм. Пузатый Ахваз. Холм Ахо. Вот, поэтому будете в Турции, нанесите визит. Ну, я, конечно, не утверждаю. У меня еще один вопрос. Этимологически слово «анша» для многих пока что непонятно. Понятно то, что это исконно абхазское слово. Но по корню своему он совпадает с, как мы уже отметили, с шумерским, хатским и так далее корнями. Вот. Некоторые абхазские ученые видят в этнониме, то есть не в этнониме, а в теониме, я прошу прощения, анша, они видят обозначение ан – это мать, якобы, а аш, анша, аш, значит, анша, анаш, аш – это бык. Имеет ли это смысл вообще? Или это бессмыслица полная? Но для древних народов, кстати, бык – это очень важное животное. Оно было синонимом бога во многих культурах. Но, тем не менее, если брать абхазскую культуру, то в Абхазии есть божество матери Анан. И обычно в пантеонах двух божеств Не матери бывает. не бывает.
в этом плане. Другие говорят о том, что Анша, Тёня Анша, якобы происходит от Аннатша, матери, в переводе с абхазского языка. Как ты к этой версии относишься? Ну, как я уже сказал, матерь в абхазской культуре есть Анан, и также есть Анана Гунда, как я знаю. Да, то есть не бывает обычно в пантеоне двух основных божеств. Если одно несет уже основные функции на себя, приняло, то Мгм. второе не может это взять. Хотя, конечно, матриархат существовал, но в Кавказе. Дело в том, что кавказцы, когда уже заселяли Кавказ, у них уже не было матриархата. Уже, поэтому я и сравниваю Анчва с Анцили. Он был у них на более ранних стадиях, но это было еще до переселения в Кавказ. Мгм.